Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 ноября 2020 года. Это понедельник. Посмотрим, какой будет день. Король пиковый выпадает как карта дня. Что будет помогать? Король трефовый. Что будет мешать? Семерка червовая. Ну, король пиковый очень хорошая карта. Сегодня могут решаться какие-то очень важные вопросы, особенно те, которыми вы занимались в последнее время. Это карта официального лица, это карта заключения важных договоров, совершения сделок. Это помощь идет от чиновников, от людей, которые имеют власть. В общем, нам сегодня помогает все абсолютно, и мы, если планировали какие-то важные дела, вот мы можем это все завершить очень успешно. И будем очень довольны днем. Скорее всего, здесь будет ситуация примирения. Если, допустим, у вас были какие-то сложные отношения с кем-то, это вот прекрасный день для того, чтобы мириться. Вы сможете договориться, вы сможете понять друг друга. Если работы касается эта карта, какой-то важный проект может быть сегодня закончен, или одобрение получено от начальства, какое-то поощрение, денежные могут быть какие-то добавки, да, вот к зарплате. Очень хорошая карта для того, чтобы как-то мудро поступать. Вот, скорее всего, сегодня будут ситуации, когда нужно будет сделать выбор. И вот именно как раз правильный выбор сегодня очень хорошо будет удаваться сделать, да, то есть не так, как вот поспешно что-то определить для себя, а вот именно очень хорошо все обдумать и для своего будущего сделать очень хороший какой-то шаг, вклад. И карта короля трефового как раз об этом говорит, да, вот это карта разума, карта интеллекта, когда мы все должны обдумать, чтобы мы ничего не делали сгоряча, чтобы мы не доверяли какой-то непроверенной информации, чтобы мы пользовались связями своими, советовали с теми людьми, которых мы уважаем. Что будет мешать? Семерка червовая. Семерка червовая говорит о том, что будет мешать, когда мы слишком уж слушаем себя, свой внутренний голос, он нас может сегодня обманывать, он может как бы мы можем быть уверены в чем-то, да, но это окажется в конце концов либо неправдой, либо принесет нам какие-то проблемы. То есть даже если мы в чем-то уверены, лучше посоветоваться сегодня. А также эта карта еще связана с новыми целями. Возможно, те, кто работает, они будут планировать как-то, может быть, следующий год, подводить какие-то итоги. Также это дом, знаете, таких советов, да, когда, может быть, от вас будут ждать совета, какие-то новые цели, может быть, новый статус сегодня. Если, допустим, эта карта связана с работой, то это новая должность, новая работа. Если это связано с отношениями, то тут тоже какой-то новый статус может быть в отношениях. Ну, допустим, вступление в брак, предложение, известие о зачатии ребенка, рождении ребенка и так далее. То есть вот здесь могут быть прям перемены такие очень значимые в нашей судьбе. Если были суды у кого-то, победа в суде может быть. Если неправильно был поставлен диагноз или вы никак не могли понять, от чего болезнь, будет правильно поставлен диагноз. Хорошее время для того, чтобы показать себя, показать то, на что мы способны, свой профессионализм. Тут наш престиж повышается, добрая слава о нас может быть. И вообще вот день, когда мы получаем какое-то подтверждение тому, что мы умеем. Да? Это, допустим, если обучение, то получение диплома. Если мы доказываем свою профпригодность, то тоже какой-то документ может быть, разрешение или еще что-то такое. А здесь могут быть покупки очень полезные. Кстати, недвижимость тоже очень часто покупают по этой карте, но только вторичную. Да, вторичный рынок – это не новостройки. Хорошее время для того, чтобы покупать часы,
будут очень хорошо и долго идти. В общем, любые практичные вещи, которые будут долго-долго служить, это все хорошо. Реклама. Хорошо давать рекламу о своем деле, да. Вот быть на первых ролях хорошо, быть популярными хорошо сегодня, преподавать хорошо. В общем, день такой очень значимый сегодня, влияет на наше будущее. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Валет бубновый. Вот сегодня вы можете встретить человека, очень подходящего вам, но это, скорее всего, неожиданно произойдет, и либо это какой-то человек вас познакомит, либо в то время, когда вы будете вот свои дела делать, это знакомство может произойти. Как-то очень неожиданно, очень эмоционально может это произойти. Человек здесь очень такой энергичный, спонтанный, может быть иногда и слишком резким, да, иногда может быть эгоистичный даже в чем-то. В общем, если все это опирается на какие-то добрые качества в человеке, то это хорошо. Просто человек очень энергичный и быстро принимает решения. Если же в человеке есть какие-то отрицательные качества, ну тогда вот они обострятся, и вы прям сегодня же увидите этого человека таким, какой он есть. Обращайте внимание на его поведение. Как он себя ведет сегодня, вот такой он и есть в жизни. Для тех, кто в паре, шестерка трефовая. Карта говорит о том, что сегодня прям очень важный какой-то день с точки зрения судьбы. Здесь прям решается ваша судьба, от вашего решения и от того, насколько мудро вы подходите к вопросам, зависит все, что будет дальше. Может быть какая-то тревога, очень много забот. Может быть, знаете, будет такой выбор, сказать правду или промолчать, обмануть, да. Также, знаете, сегодня вы можете воспринимать как-то неправильно партнера. Допустим, он несет одну информацию с одними чувствами, да, а вы можете воспринимать совсем по-другому. И ваш партнер точно так же может ошибаться вот именно на уровне восприятия. Ну и вообще этот день, знаете, такой может быть довольно-таки нервный, когда наша психика напряжена. И вот поэтому сегодня лучше, конечно, в отношениях ничего важного не решать, особенно сгоряча, да, рядом, тем более у нас карта Валет бубновый. А если что-то хотите важное сделать, вот лучше посоветоваться с близкими людьми, с экспертами и так далее. А для тех, кто в ссоре, девятка червовая, ну для вас вообще здесь все по-новому. Или вы что-то узнаете новое о своем партнере, с которым вы в ссоре, и будете пересматривать ваши отношения. Либо вообще откажетесь от этих отношений, и встреча здесь может быть с новым человеком. Для тех, кто работает сегодня. Нет, давайте сначала, кто в поиске работы, посмотрим. Валет пиковый тоже говорит о том, что вы можете сегодня как раз найти работу. Но, скорее всего, будет такое предложение работы, в которой вы новичок, в которой нужно будет еще многому учиться, опыта набираться. Но не нужно отказываться, у вас здесь прям очень хорошие перспективы, и, может быть, у вас будут очень хорошие наставники здесь. Для тех, кто работает, восьмерка трефовая. Карта, когда огромное количество работы или может быть какая-то важная сделка, в общем, важное какое-то дело, от которого много зависит. И здесь могут быть задержки, здесь могут быть сложности, все решаем через других людей, через связи, и тогда вот все будет в порядке. А также здесь вот по этой карте может быть какая-то ситуация непреодолимая. Или кто-то вам отказывает, или вот кто-то строит препятствия, да, вот задерживает постоянно вашу деятельность. И вот здесь вот такой день, он труден тем, что есть ситуация, которую вы знаете, как разрешить, а разрешить не можете. Постоянно кто-то мешает. Ну и также вот по этой карте можно, знаете, нажить себе врагов или какую-то лишнюю информацию о себе сказать, дать какие-то лишние данные. Вот знаете, очень часто по этой карте
звонят мошенники, да, и говорят там, вот перечислите такую-то сумму, или представляются, что они от банка и просят вас там подольше с ними поговорить или еще что-то такое. То есть вот здесь вот может быть даже как ограбление какое-то, да, лишение средств, то есть может быть это в рабочий день может произойти, или какие-то данные по работе могут вот выкрасть, или еще каким-то образом информация станет доступной, поэтому здесь вот будьте осторожны. Для тех, у кого свое дело, туз червовый. Но здесь, в принципе, карта очень даже хорошая. Здесь ситуация, когда нужно проявлять активность, когда нужно, знаете, продвигать свои идеи какие-то. То есть здесь вот без активности, без вашей инициативы ничего не будет удаваться. Ну и, конечно, от вас зависит, как все будет развиваться. Вот какое вы решение примете. Сегодня вот нужно быть очень мудрыми, потому что может быть ситуация, знаете, такая туманная, когда непонятно, как поступить. Вот нужно до полной ясности все довести, тогда только действовать. Иначе вот могут быть ошибки, значимые прям. Для финансов, те, кто на зарплате, семерка бубновая. Но здесь, в принципе, может быть либо доход из большого количества источников, ну, допустим, кроме зарплаты еще какие-то деньги. Или здесь может быть много расходов по мелочам. Но вообще семерка бубновая говорит о том, что вы можете сегодня что-то купить гораздо дешевле, чем планировали, вот как распродажа какая-то. А для тех, кто своим делом зарабатывает, девятка пиковая, но здесь какая-то ситуация сдвинется, видимо, либо большую сумму денег сразу получите или выплатите, да, или, может быть, придется вот в деньгах какую-то напористость проявлять, как-то продвигать вот эти свои дела, пробивать, как-то придется, может быть, постоять за себя, за свои деньги. Здоровье. Для здоровья выпадает туз трефовый. Карта очень хорошая, но она говорит о том, что сегодня вот день такой, который вот отражает полностью ваше отношение к своему здоровью. Если вы сегодня начнете какие-то новые привычки, да, внедрять в свою жизнь, вот, которые улучшают ваше здоровье, они прям легко войдут в ваш график, да, в ваш день и надолго закрепятся. То есть если вы хотите что-то поменять в плане привычек, которые улучшают здоровье, вот замечательный день для того, чтобы начинать, чтобы надолго это все хватило. Если же, допустим, у вас какая-то ситуация уже по здоровью как бы негативная, да, может быть, какая-то болезнь, то вот эта карта говорит о том, что еще время не пришло для того, чтобы закончился процесс. То есть, скорее всего, он где-то здесь в середине только. Еще нужно приложить усилия и выждать время для того, чтобы болезнь завершилась. Так, что еще важно? Здесь ситуация какого-то положительного результата. Ну, допустим, вы сдаете анализы, да, может быть, до этого были плохие, а теперь они хорошие. Или еще, допустим, какая-то информация была нужна, вот вы получаете сегодня информацию, и она вас радует, то есть успокаиваетесь насчет здоровья своего, какие-то хорошие перспективы открываются. Итог дня. Восьмерка червовая. Ну, карта говорит о том, что вот будет день сегодня оставлять такое двойственное чувство. Знаете, какая-то внутренняя борьба, может быть, как-то поступили, а вот не уверены до конца, правильно или нет. Может быть, дело касается не только вас, но и членов вашей семьи, недвижимости, да, то есть, с одной стороны, вот вам кажется, что вы правы, с другой стороны, вот есть сомнения. И вообще вот такое двойственное чувство в конце дня. Давайте-ка посмотрим еще одну карту. Шестерка червовая. Ну, смотрите, все, что вы сегодня сделали, оно все равно к лучшему. Это какой-то новый период жизни вашей открывается, и поэтому не переживайте. Это новый поворот в жизни, новая возможность, и все, что вы делаете сегодня нового, это все на благо. Так что пусть эти сомнения вас не беспокоят. Всего вам доброго, хорошего вам дня желаю. До свидания.